Самое главное в нашей профессии – не навредить больному, а все остальное, конечно, повышать свои знания, заниматься самообразованием. Ляля Картоева в своей профессии почти 50 лет. В Малгобекском районе ее знают и взрослые, и дети. Начинала карьеру участковым врачом, потом кардиоревматологом и 10 лет заместителем главного врача Малгобекского ЦРБ. Не было мечты стать медиком, как признается доктор, решение было спонтанным. Учителя удивлялись, почему я не стала математиком. Я пошла в медицину. У меня тогда была на 4-м курсе старшая сестра в мединституте. Поступила я сразу, сдав один профилирующий экзамен на 5, Северо-Остинский мединститут, поскольку жила я там, во Владикавказе, и закончила его в 1973 году. Потом прошла интернатуру. Это первая интернатура была, которая была организована для нас в Грозном. После ординатуры в 1974 году Ляля Картоева, выйдя замуж, переехала в Малгобекский район. Здесь и начинается ее карьера и достижение поставленных целей, первая из которых, благодаря трудолюбию и желанию, осуществилась в 1995 году. В 1995 году амбициозный и талантливый доктор Ляля Картоева открывает в Центральной Малгобекской районной больнице отделение ультразвуковой и функциональной диагностики. Сегодня, благодаря передовому и современному оборудованию, профессионализму, здесь проводят все необходимые манипуляции. Первое время, как вспоминает доктор, было тяжело, отсутствовало элементарное оборудование для работы, но такое отделение было очень необходимо пациентам. Мне удалось создать вот это отделение сначала с минимальным количеством штатов, потом отделение расширилось. Сейчас у меня много врачей, много аппаратуры, работаем мы все вместе. Я осуществляю, кроме заведования, наставничество. Молодые врачи пользуются моими знаниями, когда у них бывают сложные моменты. Я им рассказываю, показываю, порой диктую, как правильно и красиво написать заключение. Сегодня в отделении ультразвуковой и функциональной диагностики работают все необходимые кабинеты исследований. Принимают здесь всех жителей Малгобекского района. Здесь проводят гастроскопию, эндоскопию желудка и кишечника, колоно- и бронхоскопию. От работы именно этого отделения зависит дальнейшее лечение пациента. Недавно, благодаря национальному проекту здравоохранения, врачи получили современное оборудование. В сравнении с тем, что было в начале нашей работы, это очень маленькие аппараты, на которых трудно было что-то различить, и могли быть, конечно, диагностические ошибки, потому что масштаб. Теперь работать любо-дорого, аппаратура у нас хорошая. Теперь мы не боимся, что мы ошибемся, но если даже где-то у нас есть подозрение, что мы что-то на этом аппарате не досматриваем, у нас есть другие методы исследования, на которые мы посылаем. Среди достижений звания заслуженного врача республики, отличник здравоохранения и врач высшей категории Ляля Картоева никогда не перестает учиться новому. Говорит, что медицина не стоит на месте и ежегодно появляются новые методики диагностики. Я не стеснялась посадить больного, открыть атлас, открыть книжку, лишний раз прочитать эту патологию, чтобы не упустить ничего. Стыдно не знать и стыдно делать ошибки. А учиться никогда не стыдно, даже при больном. Коллеги ценят Лялю за профессионализм и чуткое отношение. Она всегда найдет время для каждого. Давно работаем вместе, уже с 95-го года. И с тех пор я не помню, чтобы у нас таких-то ситуаций были, таких-то чайных. Хорошая заведующая, хороший коллектив, что я могу сказать. Что вы цените в ней больше всего? Человечность, она нас понимает. По стопам Ляли Картоевой пошла также ее дочь, которая работает врачом в Санкт-Петербурге. Самое главное, что за всю свою профессиональную деятельность она осталась верна клятве Гиппократа, данной ею еще студенткой медицинского вуза. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.